Здравствуйте, меня зовут Филиппова Анна Сергеевна. И сегодня в рамках цифрового проекта «Просвет» Акмолинского университета я хочу с вами поговорить и обсудить тему цифровизация. Мы с вами подумаем и ответим на вопросы, что это, зачем, и обсудим, сможем ли мы обойтись без этого процесса или побыть в стороне от цифровизации. Но для начала я хочу с вами обсудить или рассказать вам, может быть, вы знали уже эти факты, которые касаются цифровой информации. Итак, считается, что с 2010 года объем цифровых данных вырос в 50 раз. И к данному году, 2020 году, объем составил 40 зеттабайт. Причем это число больше, чем прогнозировалось еще несколько лет назад. И давайте подумаем, как мы можем оценить это количество цифровой информации. Но минимально независимый объем информации – это байт, то есть единица измерения. И попробуем сравнить эту единицу с единицей природной, с песком. Это частица песка. Если мы посчитаем все песчинки на пляжах Земли, то число это составит, я сейчас вам его запишу. Как вы думаете, сколько нулей мне нужно написать, чтобы определить количество песчинок на пляжах мира? Достаточно? Вот теперь будет достаточно. Итак, это число 7 квинтиллионов 5 квадриллионов. Если мы это число теперь умножим на 57, то это как раз и получится примерно 40 зеттабайт. Другое сравнение. Мы можем оценить объем информации, которая находится в цифровом виде на нашей планете, с весом. Если мы запишем всю эту информацию на оптические диски, то вес этих оптических дисков будет равен весу 424 авианосцам. Такой у нас объем скопился информации на сегодняшний день. Итак, мы с вами прекрасно понимаем, что рост цифровой информации неизбежен. И можно отметить следующее, что по данным IBM и других компаний, которые занимаются изучением больших данных, 90% мировой информации созданы только лишь за последние 10 лет. И этот объем стремительно растет. Так можно сказать, по статистике, каждые 3 года, как минимум, этот объем удваивается. Еще хочу вам привести некоторые данные. Это данные за начало 2020 года. В отчете, ежегодном глобальном отчете по цифровизации приведена следующая информация. Мы с вами каждый год проводим около 100 дней онлайн. Причем, если вы внимательно рассмотрите это изображение, то вы увидите, что Россия даже чуть-чуть опережает среднее значение по миру. Что бы мне еще хотелось сказать вам в этой связи? Новая и достаточно такая интересная теория, которая предоставлена физиком Мелвином Вобсоном. Он вообще считает и утверждает в последних своих исследованиях, что информацию мы можем оценивать как вещество, то есть оно обладает свойствами вещества. И вообще это может быть пятым состоянием вещества. Первые 4 – это твердое, жидкое, газообразное и плазма. При этом Мелвин Вобсон предполагает, что в связи с взаимодействием цифровой информации она может проявлять гравитационные свойства. И анализируя данные с сегодняшнего дня, Мелвин Вобсон утверждает, что количество битов сравняется с числом атомов на Земле приблизительно через 150 лет. Итак, мы с вами существуем в мире, где большой объем цифровой информации. Мы становимся частью цифрового мира.
И давайте теперь посмотрим на структуру и сущность этого цифрового потока. В принципе, по большей мере до 95% потока информации состоит из неструктурированных данных. Это такие данные, как книги, тексты, сообщения, видео, аудио, информация, какие-то там данные из медицинских приборов. То есть это все данные, которые заполняют наши цифровые базы данных. Но эти базы данных не структурированы, поиск по ним проводить очень непросто. И лишь 5% составляют базы данных, по которым можно применять классические механизмы поиска и обработки информации. В связи с этим, с такой структурой, с такой необычной составляющей этого потока, цифрового потока, получается, мы можем сделать вывод, что возможности традиционных информационно-коммуникационных технологий в данный момент стали невозможными для прогресса. Эти ИКТ, как вы наверняка слышали это выражение, были прогрессом и двигателем в течение четверти века. Но на смену ИКТ приходит цифровизация. Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. Причем в этом определении я хотела бы отметить, что в сферы жизни, причем и в личную жизнь. Так, по данным, считается, что в ближайшем времени структура цифровой информации, которая хранится в облаках, в удаленных носителях, будет существенно изменять свой тип. И более половины объема информации в облаках будет принадлежать уже не корпорациям, а будет связано с развлечением. Такой интересный факт. И давайте перечислим некоторые современные цифровые технологии, которые набирают обороты. Большие данные – это технологии сбора и обработки информации, которые позволяют обрабатывать неструктурированную цифровую информацию. Вообще, в принципе, большие данные – это те данные, которые не помещаются в Excel. Это данные, которые больше 1 терабайта, и их невозможно обработать на одном компьютере. Машинное обучение – это методы анализа больших данных, например, для прогнозирования. Облачное вычисление – это концепция, которая предполагает расположение информации и программ удаленным способом, и доступ пользователь получает через подключенное устройство. И использует эту технологию как черный ящик. Посылает запрос, получает результат. Примером может быть пользовательский ящик e-mail. Следующая технология – интернет вещей. Это процесс, который позволяет соединить мир обычный, вещественный, и цифровой. Это процессы, люди, информация, вещи и их взаимодействие и перевод этих процессов в цифровой вид. Так можно примером сказать, что это умный дом, либо, я так считаю, будет очень востребовано в ближайшее время умное производство. И технологии искусственного интеллекта. Это интеллектуальные системы, которые еще до недавнего времени считались невозможными, а теперь они способны решать задачи, которые мы считаем являются творческими. Это прогрессивные технологические способности нашей с вами деятельности, которые позволяют сделать цифровизацию удобной для нашей жизни и для нашей экономики. Я думаю, что вы наверняка тоже еще перечислите современные технологии, которые способствуют этому процессу цифровизации, такие как виртуальная реальность, блокчейн и другие. В нашей стране развитие цифровизации поддерживается и продвигается в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Здесь вы видите определение цифровой экономики и стратегии развития информационного общества Российской Федерации. Но, иными словами, цифровая экономика – это деятельность, в рамках которой поддерживаются и продвигаются современные компьютерные технологии. Мы с вами понимаем, что этот процесс неизбежен, и этот процесс
может принести нам очень много полезного. Например, молодое поколение уже не представляет себе своей деятельности и своей жизни без соцсетей, без возможности выхода в интернет. Мы можем воспользоваться нашими услугами, которые предоставляются в сети интернет, без посредников, тем самым сэкономить. Но в то же время и старшее поколение нашей страны все активнее вовлекается в цифровой мир. Это и соцсети, и, например, государственный многофункциональный портал госуслуги. Мы с вами постепенно становимся жителями, коренными жителями цифрового мира. И давайте теперь поговорим, что несет полезного нам цифровизация. Кроме того, что мы все и знаем, и все мы можем пользоваться современными услугами и гаджетами, мы можем поговорить об этом в большом масштабе. Итак, эти выводы представлены в докладе Всемирного банка. Такой, например, плюс от цифровизации, как рост производительности труда, повышение конкурентоспособности, снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, которые связаны с IT-компетенциями, увеличение степени удовлетворенности каждого человека и преодоление бедности и социального неравенства. Но, на мой взгляд, не все пункты, перечисленные здесь, имеют такое однозначно положительное влияние. Я предлагаю вам подумать о пункте создания новых рабочих мест и преодоления социального неравенства. Итак, дальше давайте рассмотрим риски цифровизации и проблемы цифровизации, которые могут возникнуть с внедрением новых цифровых технологий. Киберугрозы. Например, мошенники, используя личные данные, могут проводить противоправные действия в цифровом виде. И выход здесь, наверное, как один из выходов, это повышение цифровой грамотности населения. Цифровое рабство. Данные о миллионах пользователей могут привести к тому, что система может управлять поведением большого количества людей. И это достаточно серьезная опасность. И пункт массовой безработицы. Понятно, что многие профессии могут исчезнуть. Так, например, считается, что 30% в рамках профессий может быть автоматизировано. Причем исчезнуть могут не только профессии, но и даже целые отрасли. И, как ни странно, предполагается, что под риском находится банковская деятельность. Кроме того, мы можем отметить и такие примеры, которые пришли уже в нашу жизнь по технологиям современного мира. Это электронные кассы, беспилотный транспорт, боты, которые предоставляют нам услуги. Все это нам помогает в нашей жизни. Но, как мы уже с вами отмечаем, что это и несет некоторые неудобства и риски. Кроме того, еще один момент риска – это цифровое неравенство. В связи с тем, что мы, конечно, получаем доступ на примере образования к каким-то другим ресурсам, в другой стране, к другому вузу мы можем подключиться и получить лучшие знания. Но в то же время, если изначально у страны либо у человека нет возможности подключения к цифровым услугам или продуктам, он заведомо оказывается в большом проигрыше. И его уровень образования, либо возможность получения новых компетенций под угрозой. И как раз эти пункты, вот цифровое неравенство и массовая безработица, несут в себе вот такие неоднозначные моменты. Кроме того, хочу отметить, что в связи с тем, что у нас неизбежно уже на пороге стоит цифровизация, и мы всеми возможными способами уже пользуемся этими технологиями, мы хотим отметить проблемы, которые нам необходимо решить в ближайшем будущем. И это следующее. Низкий уровень цифровой грамотности населения, недостаток IT-инфраструктуры, недостаток самих IT-специалистов и традиционное сознание, ориентированное на работу с материальным, а не цифровыми объектами. И при решении всех этих задач и проблем я считаю, что могут помочь нынешние школьники и студенты, которые обучаются в данный момент,
Причем те, которые обучаются как и на технических направлениях, так и на гуманитарных, потому что многие вопросы связаны и с философией, и с возможностью жизни, комфортной жизнью каждого человека. И при этом я считаю, что наш Акмулинский университет поможет в решении всех этих проблем, а вы, наши студенты, удачно сложите нашу следующую цифровую эпоху. Итак, мы с вами рассмотрели некоторые аспекты процесса цифровизации, попытались ответить на вопросы, что это, зачем и как нам с этим жить в будущем. С вами был цифровой проект «Просвет». До новых встреч!